Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы. Якутск перестанет быть местом для свободного выгула. Завершают обустройство штрафстоянки для лошадей. Душевное и физическое здоровье сейчас особенно актуально. В Якутии стартовала декада, посвященная Национальному дню здоровья. Битва оркестров в Алдане финишировал районный фестиваль среди дошкольных учреждений. Пассажирам, отмененных из-за закрытия аэропортов рейсов, предлагают вынужденный возврат денежных средств за билеты. В связи с временными ограничениями на юге России отменили рейсы авиакомпании «Якутия» по маршруту Москва-Симферополь на 26 февраля и 1 марта, а также компания «Алроса» по маршрутам Мирный-Краснодар на 25 февраля и Красноярск-Краснодар 26 февраля. Пассажирам предлагают вынужденный возврат средств за авиабилеты на указанные рейсы в полном объеме. Отмечается, что пассажиры трансферных рейсов по маршруту Симферополь-Москва-Якутск смогут совершить полет на участке Москва-Якутск и обратно, согласно расписанию. По пожароопасному сезону в Якутии планируют уменьшить площадь зон контроля в лесах на 10 миллионов гектаров. Эти территории будут отнесены к охраняемым зонам. Соответствующее предложение власти республики направят в федеральный центр, сообщил первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников на совещании оперативного штаба по охране лесов от пожаров. Большая часть этих лесных территорий находится в арктических районах, где пожары зачастую происходят в труднодоступных местах, вдали от населенных пунктов. Садовников отметил, что для обслуживания новых охраняемых зон будет создано 3 новых авиаотделения в поселках Зырянка, Тамтор и Хандыга. Сегодня также обращается внимание на то, что есть указания по созданию авиаотделений. Если мы в прошлом году создали Верхоянское авиаотделение, то сегодня в планах работы правительства республики есть создание Колыма-Индигирского авиаотделения. И он будет создан в течение этого года. Обустройство территории для содержания лошадей и коров завершают в пригородном селе Хатасы. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев. Принято решение организовать штрафстоянку для отгона туда животных, находящихся на свободном выпасе в черте города. Обязательства по содержанию взяла на себя Хатасская агрошкола, где завершается обустройство территории, написал он. Глава Якутска уточнил, что работать это будет следующим образом. Лошадей или коров будут доставлять из города в отведенное место специальной бригадой, где за ними организуют должный уход, в том числе ветеринарный. Хозяину, прежде чем забрать свое животное, предстоит возместить расходы за отгон и содержание. В селе Хатаса также начали возводить пристрой средней школы. Новый объект призван решить проблему нехватки мест в образовательном учреждении, рассказывает Власий Сергеев. Хатасская школа была построена в 2004 году. Сегодня в здании, рассчитанном на 400 мест, обучается 947 детей. В тесноте да не в обиде агропрофилированная школа продолжает активно участвовать в конкурсах и реализовывать различные проекты. Наша школа с 2016 года работает в агронаправлении как агробизнес-школа. В этом направлении у нас очень много достижений наших обучающихся, наших учителей, чем мы очень гордимся. И, конечно, наша площадь для того, чтобы детей развивать в той полной мере, в какой мы хотели бы, она не отвечает. Решить проблему нехватки мест должен пристрой, возведение которого началось 16 февраля. Он будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью около 5000 квадратных метров. В нем будут размещены 19 учебных кабинетов, столовая, библиотека, мастерская, а также спортивный и актовый залы. Сегодня на объекте продолжается работа по забивке свай. По графику производства работы школа, кладка должна начаться в апреле месяце. И также по графику производства работы, коробка школы и отопление, фасад должны быть закончены в декабре. Пристрой будет соединен с действующим зданием теплым переходом, где планируется разместить оранжерею. Введение в эксплуатацию нового объекта позволит школе перейти в односменную форму обучения. Основная цель данного строительства – это переход с двухсменное на односменное обучение. Поэтому мы планируем
9, 10, 11 класс при вводе данного пристроя они будут обучаться в одну смену. И мы заранее с проектантом отработали, чтобы здесь обучение происходило с 5 по 11 класс. В школе отметили, что строительные работы идут согласно графику. Пристрой планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Власий Сергеев, Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Хатасы, Якутск. В республике стартовала декада, посвященная Национальному дню здоровья. Несколько дней сотрудники медучреждений и волонтеры проведут множество мероприятий, которые позволяют вспомнить о важности душевного и физического здоровья, а также о необходимости его своевременной профилактики. Подробности у Надежды Саханской. Молодежь Якутии за здоровый образ жизни! Национальный день здоровья был учрежден в нашей республике еще в 2000 году по указу первого президента Якутии Михаила Николаева. Это важная дата для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе. Так, в Якутске состоялась акция, где каждый желающий мог получить консультацию терапевта, измерить уровень артериального давления, пройти экспресс-тесты на определение уровня сахара и холестерина в крови, а также узнать свой ВИЧ-статус. Отметим, что акция организована Минздравом республики совместно с движением «Волонтеры-медики». Что мы обычно включаем? Это основные, так скажем, постулаты здорового образа жизни. Это правильное рациональное питание. Это соблюдение питьевого режима, это соблюдение, так скажем, сна, да, здорового сна. Это активный образ жизни, то есть это больше физической активности в свою жизнь включать. Конечно же, это отказ от вредных привычек, от курения, от чрезмерного потребления алкоголя. С каждым десятилетием продолжительность жизни человека увеличивается. Все это благодаря постоянному развитию, совершенствованию медицины и, конечно, ответственному отношению к своему здоровью. Также сегодня в рамках Национального дня здоровья в торгово-развлекательном комплексе Туймада волонтеры-медики совместно со СПИД-центром республики проводят акцию для того, чтобы граждане нашей республики узнали свой статус об основных инфекциях – ВИЧ, гепатит групп В и С и сифилис. Можете вы здесь пройти, пожалуйста? Результаты такого теста граждане получают в течение 15 минут. Следует отметить, что весь инструментарий, используемый при таком экспресс-анализе, одноразовый и стерильный. Якутский СПИД-центр, сотрудники которого принимают в декаде здоровья самое активное участие, все же делятся неутешительными данными. Сегодняшний день статистика по республике Саха-Якутия у нас напряженная. На 1 февраля 2022 года у нас на учете стоит 2889 ВИЧ-инфицированных. Это кумулятивное число всех зарегистрированных с 1996 года. Республика Саха-Якутия занимает по Дальневосточному федеральному округу 4-е место. И у нас вот на диспансерном наблюдении и учете у нас состоит 1001 ВИЧ-инфицированный человек. Однако с каждым годом жители Якутии все ответственнее относятся к своему здоровью. Прошедшее мероприятие – только начало декады здоровья. Так, в ближайшее время в медучреждениях пройдут акции для многодетных семей. Кроме того, для населения будут организованы профилактические медобследования, диспансеризация и лекции на тему здоровья в дистанционном формате. А в центрах женской консультации, перинатальных центрах и акушерских отделениях состоятся занятия школы молодых мам. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. «Я люблю тебя, мама». В год матери издательский дом «Илтуман» и Почта России объявляют о старте совместной акции. Студенты-якутяне, обучающиеся в вузах и СУЗах Центра и Сибири, а также военнослужащие-срочники Дальнего Востока могут отправить своим мамам красивые открытки. Их разработали дизайнеры издательского дома «Илтуман» на якутском и русском языках. Акция стартовала в Москве в постоянном представительстве Якутии.
Буквально на днях мы отправили первую партию открыток в Фатикси, где воинская часть есть. И также сейчас мы пересылаем уже партии открыток в Хабаровск, в Владивосток, в Москву, в другие крупные города, где очень много детей, молодежи учатся, либо проходят воинскую службу. Открытка на 2 языках. Планируется на первом этапе около 5000 открыток разослать. Но если мы увидим, что пользуется акция спросом, то количество отправлений будет увеличено. Акция по продолжительности будет идти до конца года. В Алдане финишировал районный фестиваль среди дошкольных учреждений «Битва оркестров». В рамках реализации нацпроекта «Музыка для всех» фестиваль провели в 4-й раз. В гармонию прекрасного погрузилась Татьяна Вахнина. Неповторимую гармонию якутских музыкальных произведений раскрыли алданские дошколята в ежегодном районном фестивале «Битва оркестров». В исполнении малышей известные композиции зазвучали совершенно по-новому. Конкурс «Битва оркестров» проводится ежегодно. В 2022-м тематика музыкального поединка была посвящена подготовке и празднованию столетия Якутской автономной республики. «Звуки земли Аланхо» – так назывался фестиваль в этом году. Ввиду ограничительных мер битва оркестров прошла в дистанционном формате. Подборка костюмов и декораций, репетиции, запись. К выступлениям маленькие артисты начали готовиться задолго до фестиваля. В музыкальном поединке оркестранты сошлись в 4-й раз. Талантами и мастерством померились 15 коллективов. Определить лучший коллектив было непросто. Артистизм и задор каждого оркестра были оценены по достоинству. А гран-при в битве завоевала композиция «Якутские барабаны» в исполнении воспитанников Томодского детского сада «Золотая рыбка». Татьяна Вахнина, Алдан. В завершение о спорте 4 марта в Якутске пройдет чемпионат республики по смешанным единоборствам. Соревнования проведут во Дворце спорта 50 лет Победы. В схватках сойдутся мужчины от 18 лет в 10 весовых категориях. По итогам чемпионата сильнейшие спортсмены будут отобраны в сборную Якутии для дальнейшего участия в чемпионате и первенстве Дальнего Востока. Соревнования пройдут без зрителей. К текущему часу это вся информация. Мы следим за развитием событий и увидимся чуть позже.